Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Когда мне было 5 лет, меня спросили, я маленький ребенком, я рисовала просто карандашком, меня спросили, кем ты собираешься стать, и я просто стала и заявила, что я буду художником. Тогда здесь это был шок большой, но они подумали, что это детские фантазии. Вот. Но, однако же, жизнь, значит, расставила все на свои места. У меня сначала, значит, художественная школа пошла, прям сама захотела художественную школу, говорит, отдайте мне художественную школу, стала настаивать, меня привели, я сдала экзамен, тут же поступила, и в дальнейшем, значит, я стала уже вовлекаться во все это очень серьезно и глубоко. Мне все нравится, и пейзажи, и портреты, и натюрморт, но мне вот больше всего на душу ложатся, конечно, портреты. Я люблю портреты писать. У них есть какая-то психология, загадка. Почему-то нравится работать вот живым материалом, вот, одухотворенным, как человек. Мы сначала общаемся, разговариваем. И именно тот человек, с которым я уже знаю, знакома. А не просто так. Посадили и все. Вот. Начинаем беседовать, разговаривать. А потом я вижу, как его нужно посадить, вижу психологию и на чем обострить внимание, заострить внимание. А потом только уже начинается чувствовать, что действительно получается настоящее произведение. Однажды рисовали портрет, человек сидел, просто сидел, разговаривали мы с ним. Тяжелые такие воспоминания были. И вдруг что-то улыбнулся, и все. И работа пошла, все сдвинулось с мертвой точки, и вот достаточно человеку как-то вот проявиться в этом эмоционально. Это уже другой же результат появляется. Основоположник чувашской живописи это был Кокель. Он сейчас проводится ежегодно пленеры. Кокелевский, называется Кокельский пленэр в селе Тарханов в Батарском районе, на котором мы, как участники, ежегодно проходим. И он, конечно, начинал с импрессионизма. Он много изучал, глубоко изучал эту живопись. И понял, что глубина в том, что технология импрессионистов очень близка к национальной живописи. Меня потрясло, что у человека нет идеологических шор. Понимаете, у нее душа. Вот она душа, слитая с природой, с людьми, с гармонией, с музыкой, с поэзией. Просто такая удивительная открытость миру. И оказывается, вот такая открытость дает свои плоды. Будь это женские образы, они очень и экологичны, и красивы, и этничны, понимаете, и общечеловечны. Вот каждый образ. Если это натюрморт, цветы, то все равно, понимаете, вот как бы просачивается вот та музыка, о которой я говорила. Музыка души человека. Она буквально окутывает все.
у нее линии, рисунок очень четких. Чувствуется, что человек имеет хорошее профессиональное образование. Но вот эта вот душевная песня ее, ее любовь к жизни, ее любовь к людям, ее любовь к искусству вообще, я думаю, что она вообще, она природу очень любит. Знаете, вот отсюда, может быть, и идет, может быть, она где-то где-нибудь в деревне воспитывалась. Вот эта любовь одухотворяет вот ее выполненные классическим мазком на хорошем рисунке ее добротные полотна. У нас в деревне, в Чувашской республике, в Марпасадском районе есть родовое гнездо, дом. Вот. Там жили бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. И вот мы как-то начали пласт это поднимать, на чердак, зашли на чердак, значит, в подвал этого дома. И вот достали вот такие произведения искусства, можно сказать, народные. И у меня муж, тоже занимаясь вот тоже народным творчеством, решил сделать фотосессию. Он пригласил натуру, мы одели национальный костюм, и прямо на чердаке сделали фотосессию. Это не первая фотосессия, очень много было фотосессий. Вот в этом старинном платье, в котором бабушка ходила, он тоже делал фотосессию. Вот. И потом меня его фотографии тоже пробудили на творчество, и мне захотелось написать картину. В данный момент я пишу сейчас картину «Песня». В Чувашии проводится национальный праздник Акатой, как в Татарстане. А что это за праздник? Тоже такой же, также встречаются, также обмениваются, также водят хороводы, поют песни, национальные какие-то обряды совершают. Вот, интересный праздник, он тоже проходит летом, он чуть-чуть попозже Сабантуй проходит. Вот, и я у себя увидела почему-то, может быть, память какая-то проснулась, что я вот танцую или вожу хороводы с девушками. Называется Акатура. Вот. Мне она тоже нравится. Она сделана пастелью. Это техника пастель. Хороши пейзажи очень. Очень хороши, очень пейзажи. Тоже озарены каким-то вот то восход, то заря. И вот этот какой-то чувашский наигрыш, у нее ведь она, начиная с ее облика, понимаете, она такой какой-то первозданный человек. Она не приемлет наши каноны, которые навязывают нам вот это новотехногенное общество. Она осталась как росинка, как травинка, как цветок какой-то. Вот. И это удивительно подкупает. В человеке нет мрака, нет темноты, нет безверия, а вот такая абсолютная раскрытость. Я говорю, что почти 150 работ. И вот в каждой из них и не думаешь, как профессиональный искусствовед, не думаешь о том, какова перспектива там, как сочетаются краски, контрасты тут, или наоборот, слияние, гармония. Автором руководит вдохновение.
Шопен. Но, знаете, когда просыпается внутри вот этот огонь, страсть к творчеству, ты уже не думаешь, какие-то деньги, там что-то хватит, не хватит, ты просто берешь, встаешь и работаешь холсту. А в этом уже нет. Наверное, художнику проще в этой жизни, потому что у него есть свои двери, в которые можно войти и спокойно работать, уйти. Поэтому это как спасение, это как награда, это как миссия какая-то, которой ты уже не можешь отказаться. Вот, и как это твое поприще. Ну и родник свой, да? Родник свой, да. Народное творчество меня очень вдохновляет. Это красиво. Вот когда мы были на Койкельском пленэре, нам говорят, почему вы не пишете новые дома? А все старье, какое-то старье, вот это все старье пишете. А мы говорим, это же история, это же философия, что человек жил, носил вот эти лапти, работал этими лопатами. Такая философия в этом, такая глубина. А новый дом, ну что он новый дом еще может, о чем рассказать? Тот старый стол, на котором все живут, он имеет большую-большую историю. Да, дедушки. Дедушка на нем сидел, жил. Он вот так вот складывается. Вот так, видите? Да? Раскладывается, видите? Он уже такой, видно на нем фактура такая, что он уже обтесанный такой, да? А вот так раскладывается просто. Вот. Эта прялка, когда мы ее нашли, она была очень темная, такая вся покрытая пылью. Мы ее очистили, и вот эта прялочка уже послужила для многих картин. И для фотосессии для моего мужа.
А вот это лапти висели. Возможно, ходил дедушка или прадедушка в них. Даже вот когда ты трогаешь их, это прям какая-то энергия идет, прям интересная. Вот. Лопаты, которые мы нашли. Посмотрите, какие древние лопаты, какие они были, да? Возможно, видно, что это лопаты много работали. Она же, видите, скосы такие на ней, серьезные, но она тоже была темная и пыльная. Мы ее тоже отмыли все. И она как у нас как реликвия. Можно музей открывать. У меня в мастерской. Вот. Карамыс. Нам очень нравится этот карамыс. Вот. Карамыс, который я могу даже ходить. Ходили с этим карамысом. Тоже карамыс, видавший виды, да, как вы видите, да, из какого-то дерева цельного делалось куска. Посмотрите, как интересно, какая технология была создания этого карамыса. Не просто же он склеенный, это цельное, большое дерево было. Вот. «22 мая летний Микола». И вот раньше, с 21 на 22 мая молодежь в деревнях собиралась на гуляния. Раньше ведь молодежь где развлекалась? Именно вот на таких игрищах развлекалась. И выбирали себе суженых, выбирали. Вот по этим платьям, по вышивкам платьев выбирали невест, девушек себе. Ну, глядя на их наряды, определяли, трудолюбивая ли эта девушка, какая вот она будет жена в дальнейшем. Что интересно, вот эти горшочки, посмотрите, с какими они отметинами. Видите, да? С дырочками такими.
Мы даже не стали их так что-то делать, там закрывать, а вот так вот даже писали, рисовали, вот именно показать историю, что да, ну, такой древность его. Вот это крынка называется, вот эта крыночка. Говорят, в крынке молоко никогда не прокисает, да, оно очень долго хранится. Вот она красивая, видно. Видно тоже, что она старинная. В руках приятно держать тоже. Кувшины. Ну, вот эти тоже кувшинчики. Посмотрите, какой на формы делались. Да? Это вручную все накладывались, вот такие вот специально. Материал накладывался для прочности и плотности. Это характерно для, вот, как раз для старинного платья. Чувашского и Марийский я видела. Когда была в музеях, я видела, что они тоже такую же технологию. То есть накладывают на спину вот такие вот плотные ткани. Вот. Узор, посмотрите, да? Узор. Какой. Это все вручную делалось. Кружево старинное. У чуваш желтые и красные цвета, они ведущие цвета. Они очень яркие, эмоциональные, и поэтому мне понравилось вот каким-то своим вот национальным колоритом. В этом орнаменте сокрыто сакральное очень значение. Если, например, девушка выходила замуж, у нее были свои орнаменты на платье. Если она была уже замужем, другие орнаменты уже присутствовали. Если она что-то хотела сказать или передать, например, любимому какое-то послание, она вышивала на платке орнаменты. И они передавались, и вот, мужчина уже мог прочитать, о чем хотела сказать девушка. Поэтому это все очень глубоко. На открытиях, выставках и на пленэрах, вот куда мы выезжаем, и на какие-то национальные праздники люди выходят и не стесняются в национальных костюмах. Вот эти одевают тухи, вот эта шапочка тухья называется, носили девушки. Какие-то вот длинные такие кафтаны длинные, с национальной вышивкой. Наоборот, гордиться, то, что вот изюминка, то, что вот они вот принадлежат вот такой истории. Национальной, да, такая, да, выразиться, высказать, да, и послужить своему народу вот этим. Мне хочется вот через искусство, чтобы у нас произошел диалог культур, чтобы мы воссоединились через искусство, чтобы у нас была какая-то вот понимание, была дружба. И вот я считаю, вижу свою миссию воссоединять вот эти народности. Почему я живу в Татарстане, я работаю над национальными темами тоже, вот у меня натюрморт национальный, видите, в национальном ключе сделан, да. Вам это близко, понятно, я уважаю национальную культуру, да.
Татарстана, вот булгарскую культуру мне нравится. И хочется объяснить здесь, что это чувашская культура, она тоже имеет место быть. И поэтому я на территории Чувашии делаю вот такие большие масштабные выставки.